Вторая часть. Мордовский блок новостей. Александр Ютов, Евгений Пашуткин. Значит, вот как мы можем доверять Министерству чрезвычайных ситуаций, если у нас смерчи ежегодно проходят, а вот в Рузаевке МЧС должен готовить все опасные производства для того, чтобы они были готовы к любой техногенной и природной катастрофе. Над Рузаевским химическим заводом пролетел смерч 28 июня, сорвал крышу, разметал обшивки стен, затопил химический завод. Это могло, вот такая неряшливая подготовка могла стоить тысяч жизней, если бы это разметалось бы по всему городу. Как вот мы можем оценить вообще работу МЧС, насколько они должны быть готовы, все эти предприятия? Вот в Лисме пожар был, тоже еле-еле потушили. Мы, получается, на волоске гибели. Мы, наверное, уже на этот вопрос во всех предыдущих ответили. У нас какой-то странный смерч над страной пролетел и крыши посрывал у нашего населения. Они избрали каких-то уродов во власть, а власть вот такие вот предприятия строит. Нет, тут вообще можно только гипотезы строить по поводу готовности МЧС, потому что нужно быть как минимум, я не знаю, осведомленным, как все это дело, как эти процедуры у них все происходят. Я, к сожалению, ни разу не был на их, как это называется, подготовке или что они там вообще это делают. Учениях и прочем. Но зная, как у нас учения проходят, это все сомнительно, что они там чему-то научат. Ну, я думаю, судя по тому, как у нас бомбоубежище, в каком состоянии по стране находится, можно судить, в общем, в целом, как бы, о гражданской обороне и противодействии чрезвычайным ситуациям. Все плохо. Слушай, Иркутская область очень хорошо в этом году показала, как у нас МЧС. Ну да. И в этой истории мне нравится, когда экономически невыгодно. Горит Нотр-Дам-де-Пари. Иркутская область, это где наводнения были. А я вот про пожары. Что у нас, когда горит Нотр-Дам-де-Пари, у нас чиновники говорят, мы дадим деньги на тушение. А когда у нас горят в стране, у нас чиновники выступают, у нас нет денег на тушение. То есть мы выпендриваемся, что мы такие благородные, а свою страна горит. Вот мне, смотрите, такая идея есть, что получается, а вот вы знаете, призывников больше берут в осенний призыв или в весенний? Или примерно одинаково? Я тоже не знаю. Вот, мне кажется, одинаково. Одинаково, скорее всего, одинаково. Вот если одинаково, тогда, получается, весной более 1000 призывников из Мордовии, получается, осенью, значит, 2000 человек в год. А если брать альтернативную службу, значит, это 2 года длится. Значит, если довести за несколько лет из чиновников Минздрава будут стоять на коленях у военкоматов и уговаривать почти 100% призывников, вместо того, чтобы идти учиться там уничтожать Америку или нападать на Грузию, на Украину, вместо этого спасать соседей, которые ежегодно по 1500 наших умирают от онкобольных, а ты, мужчина, идешь учиться кататься на танке. Я думаю, ты должен защищать прежде всего тех, кому действительно грозит опасность. На нашу страну никто не хочет, и вообще последние полвека никто на нас не нападал. И в ближайшие годы никто не планирует напасть. Ну, есть только Китай. Но мы-то от Китая не защищаемся, а мы, наоборот, нападаем на те страны, которые наши союзники могли бы быть. Так вот, я считаю, что надо довести до 100%, и тогда у нас будет в год 4000 людей, жители Мордовии, будут работать в медицинских учреждениях, и тогда люди, врачи, могли бы специализироваться на каких-то особенных болезнях, на онкобольных, и тогда мы сразу бы года за 3 решили проблему с онкологической эпидемией. И в том числе сердечно-сосудистые болезни сразу бы стали уменьшаться, потому что каждому больному был бы свой уход, свой призывник. В самые удаленные села Мордовии приходил бы свой человек, нес бы лекарства, и он бы понимал, что он выполняет свой мужской долг перед Родиной, перед страной, перед народом, перед больным человеком. Как вы считаете? Ну, слушайте, а кто генералом дачи строить будет? Во-первых, давайте начнем с этого. Во-вторых, кто научится делать квадратные сугробы? Кто? Вот кто? Вот эти которые онкобольным помогают? Нет, они не научатся делать квадратные сугробы. Это реально, это в наших силах. Кто аннексировать будет? Да, аннексировать там не призывники. А там да. А кто будет штакетником топить чаенку в сторожевой будке у аэродрома? Кто?
их проблемы. Но в наших силах реально сделать это. Только остается Ну, слушайте. проблема, извините, в том, что у нас альтернативная служба позорная. Мужчина не должен спасать больного человека. Он должен идти убивать американца, украинца. Вот и нам нужно поменяться в себе. Наоборот, Ну, слушайте. мужчина должен спасать онкобольного, больного сердечно-сосудистого. Тогда ты мужчина, а не когда ты из автомата прячешься, стреляешь по тем, кому тебе скажут, что он враг Ну, твоего слушайте, государства. все профессии важны, все профессии нужны. Тут как бы вы имеете в виду, чтобы освободить профессионалов, которые отучились на медфаке, от работы, которые, собственно, должны заниматься всякие неквалифицированные люди по типу уборки и, не знаю, там просто как бы следить за человеком, там, Да. за его состоянием. В частности, А это. образованные люди должны заниматься именно вот своей профильной деятельностью, именно вот чтобы, как сказать, Они могли бы лечить людей. специализироваться. 4000 штатных единиц просто пропадает без дела. Ну, как без дела, не заборы топят, нет, подождите, Ну, согласен. Ну, квадратные они- сугробы, нет. Да, будем считать, что они судьбы связывают. Ну, будем считать, ладно, все профессии. Кто действительно. из автомата один раз Они стрельнет за хотят всю защищать службу? родину, это тоже как бы благородно, хотя я не вижу опасности. Наоборот, мы обычно нападаем на других. Но это же профессия, вот мужчина, ты услышишь как бы, ты спасаешь ежегодно только от рака 1500 твоих соседей, тех, с кем ты живешь в одном доме, они сейчас в квартирах кричат от боли, потому что врач не может каждому прийти, а ты можешь пойти. И таких, как ты, 4000 человек в маленькой Мордовии ежегодно. Тут еще нужно понимать о квалификации людей, которые получили образование. Тут не все так хорошо, как могло бы. Это в теории, то, что они все образованные, все они знают, по факту не все они знают, и не все из них образованные. Кто-то просто отходил на лекции и получил потом за деньги. Ну, все нет, Свои все-таки зачеты. не настолько у нас, мне кажется, с медфаком все печально, оттуда все-таки там довольно сложно Ну учиться. подожди, троечники, окей, ладно, они отучились кое-как, они остались в Саранске. Пятерочники, я думаю, Москва. вряд ли. Слушай, у нас после медфака банально вот такую волонтерскую помощь может оказывать любой студент, который дошел до конца. Там все-таки довольно, ну, медфак все-таки он еще как-то учит поэффективнее, чем остальные вузы. Вы оба правы, Евгений, но насчет вот этого, это ведь реалистично. Ну, это реалистично, конечно. Реалистично, но черт, опять придется проехаться по нашему обществу. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас, Нет, вот, да. вот даже у нас возьмем люди, которые довольно оппозиционно настроены к власти, да, то есть они считают, что Путин вор, что Единая Россия это партия жуликов и воров, они поддерживают, допустим, какую-то оппозицию, но при этом все эти люди, они что уверены? Они уверены, что Крым наш, за Донбасс, а вот это вот все. Что оппозиция проплачена Что Америкой. Грузия там это враги, они напали на Абхазию, мы Абхазию спасли. Ну, вот это вот все у нас в головах происходит. Эти люди, они, И Сталин был хорош. ну и такие тоже есть, да. И То он есть придумал самое вкусное мороженое. у нас- И доктор в общем, колбасу. дураков у нас слишком много в стране. Тут даже не в дураках дело, Женек. У нас просто после развала Советского Союза в головах у людей то, что при Советском Союзе было хорошо, и нужно это вернуть. У нас люди не Советский Союз хотят слушай, вернуть, у нас хотят вернуть достоинство к жизни. Смотри, у нас один А из- достоинство к жизни было именно в последние годы, когда вот Брежнев, вот Смотри, этот брежневский период смотри, именно в чем вспоминают, прикол. понимаешь? у нас вот в головах у людей какая-то сейчас агрессия есть. Разброд и шатание началось. Ты понимаешь, я не о том говорил, я говорю о том, что даже если человек, например, он топит против вот этой власти, да, против Единой России, против Путина, но все равно у него спросить, чей Крым, он скажет, ложь. Это реваншизм. И Донбасс, он уверен, что Украина Нет, Жень, плохая. это называется реваншизм, Ну, понимаешь? вот это Мы- вот каша в головах у людей. Ввиду того, что у нас Советский Союз развалился, у нас страна стала меньше, у людей в голове такая сложилась политика что? реваншизма. Именно нужно отыграться, Ладно, вот, а нужно вот что что-то изменилось-то? вот отобрать у кого-то. Что дает размер страны? Чего? Это размер страны, а не полового органа. Это не Да решает. это понятно. Вот мне размер страны... Нет, чтобы было понятно, я там не за отделение, ничего. Но мне размер страны приносит большие неприятности в плане того, что съездить в соседний город, это потерять целый день.
Да нет, я тебе просто не об этом. Я говорю, ну вот была там, допустим, вот был Советский Союз, был он больше. Грузия была, там Армения в Советском Союзе, Латвия была, Украина, Литва, все вот эти страны, да? Хорошо, сейчас Литва, Латвия, Украина, сейчас все они отдельные государства. Для меня что изменилось? Для тебя ничего. Для меня ничего не ничего. изменилось. И ни для кого вообще ничего. ничего. Слушайте, вы сейчас замахнулись на решение глобальных. Давайте попроще. Всего лишь решение онкологической эпидемии в Мордовии. Онкологическая эпидемия, именно она из этого и вытекает, то, что у людей в голове политика реваншизма, и для этого нужно как можно больше милитаризировать общество. Да, и треть бюджета Вот. на войну. Но давайте сейчас полаконичнее, чтобы все успеть. Еще мне вот некоторые интересные факторы, кажется, хочется, чтобы вы их прокомментировали. Оказывается, вот я год назад узнал, тоже газета, с которой вы, это вам известно, она опубликовала в 2001 году еще информацию, что, оказывается, в Мордовии до сих пор под землей в одном из центральных городов, или в Саранске, или в Рамаданове, находится арсенал боевого химического оружия с фосгеном и ипритом. Две версии. Под военным складом 62. В документах написано. Вот наша военная база, она называлась всегда военный склад 62 номер, но, видимо, не точно, что именно там находится этот. Кстати, этим летом там два склада сгорело и был черный дым до небес. Вот в этой газете переводится как сказать, беседа с местными жителями в Рамаданове, в центре, в районе станции Красный Узел, неподалеку от нынешней нефтебазы, за железнодорожным переездом, находилось минимум 4 склада длиной 150 метров. В 30-х годах разобрали на доски, а под землей, как и по всей стране, более 500 таких мест заброшенных, остались патроны с фосгеном и ипритом. Я считаю, что нужно удостовериться, действительно ли они там до сих пор, потому что там вот рядом с Рамаданово постоянно горит свалка. Потом нефтебаза может взорваться, сдетонировать подземное боевое химическое оружие, которое уничтожит десятки тысяч жителей Рамаданова. Или там вот реконструируют парк в Рамаданове. Зачем тратить деньги на это? Может, сначала это смертоносное оружие уничтожим. Вот как вы относитесь к тому, чтобы найти, если что, достать, утилизировать, тем более до конца этого года еще международная организация нам выделяет деньги России на уничтожение всего боевого химического оружия. Несколько лет назад мы похвастались, что мы уничтожили все. Оказывается, тут не все. Много свалок у нас. Весь Советский Союз замусорен биологическим, химическим оружием. Весь народ отравили этими свалками, и до сих пор нашему поколению нужно искать, находить, вытаскивать все это. Как считаете? Ну, я могу сказать то, что если вы вдруг почуяли сильный горчичный запах, то бегите к ближайшему высокому зданию, поднимайтесь максимально выше. Потому что иприт, он стелится по земле, и он тяжелый газ, поэтому нужно подниматься как можно выше. Это первое. А второе, судя по тому, какое у нас отношение к таким опасным вещам, как ртуть, то неудивительно, какое у нас отношение к таким опасным веществам, как боевые отравляющие вещества. Про военную базу. У меня один знакомый родился и жил, собственно, долгое время около военной базы. Он рассказывал историю, что в подземные коммуникации, которые остались там с советских времен, в 90-е годы просто вырезались с местных магазинов и прочего канализационные стоки, и туда их сливают. То есть, что там сейчас происходит, вообще неизвестно. А вот эти сооружения подземные, там, вплоть до таких размеров, что, ну, он рассказывал про тоннель. Там тоннель такой, что там КамАЗ проедет без проблем, большегрузный. То есть, вот туда сейчас, и сейчас, я думаю, предприниматели всякие сливают просто стоки. А если считать, что все-таки в центре Рамаданова это вот будущая смерть десятков тысяч людей, как поступать? Ну, слушайте, если там жахнет целый склад отравляющих веществ, я думаю, в зависимости от ветра, он и Саранск может накрыть, потому что Рамаданова не так далеко. Да. Ну, конечно. Дым со свалки доносится. Дым со свалки, если уж доносится, стелится. Не то, что доносится, а заволакивает весь Саранск, что здесь смог поднимается, то что хотеть. Холодное утро с небольшим ветерком по низинам такой Легкий горчичный привкус. Да, легкий горчичный привкус. Сменяет запах Я ламзуры. просто не в курсе, что там на самом деле за склад, я не читал про это. Но да, о чем удивляться? Лев Федоров опубликовал эти архивные сведения. Если столько мы... То есть, сколько всего мы можем не знать? Да, конечно, сколько бомбарей осталось вот после Да, Советского чего Союза. Бомбоубежищ. Просто
В Советском Союзе там вообще информация была, ее утаивали всегда. Ее и сейчас утаивают, но сейчас до этого есть возможность хотя бы у каких-то там Жень, журналистов, еще у кого-то тут докопаться. ладно, боевые отравляющие вещества, сколько ядерных маяков у нас по России раскидано, блин, которые до сих пор работают на ретегах. Ретег это радиоактивный, ну, практически реактор, но только за счет тепловой энергии работает, предназначен для выработки энергии для маяков. И как Советский Союз развалился, про все эти ретеги и прочее забыли. А там просто куски радиоактивных А в веществ. Мордовии есть В такое? Москве, в Мордовии нет, это вот по северу раскидан. Неоднократно были случаи, то, что люди просто ожоги получали, подходя к таким. То есть Хвастаемся, радиоактивные что заряды. север наш, замусорили целую территорию, и это ведь будущее поколение ведь будут очищать все равно это. Будут свои жизни тратить на то, что вот мы в Советском Союзе загадили всю страну. Ну так это будут наши поколения будущее, а не их. Их-то будущие поколения, они будут там же где-нибудь на курортах. Да, где они себе дачи накупили, поэтому. Да, где-нибудь на Лазурном берегу. Или где там они? Не Или знаю. в Майами. Чернобыль, как вам кажется, отразился на раковых заболеваниях в Мордовии? Ну, тут были Радиоактивные осадки. осадки выпадали, но я не знаю, насколько они сейчас фонят. Кто-то говорит, что Ну, фонят, ты- кто-то говорит, что не ну, фонят. В Слушай, 2017 году Противоречиво. начальник Мордовского центра по гидрометеорологии сообщил, что в 2016 году проводились спутниковые исследования, и в республике до сих пор присутствуют следы Чернобыльской аварии. ну почему бы нет? Тогда вообще по всей России это по всему СССР разнеслось, поэтому вообще неудивительно. Ну да. Я думаю, они не только в России, они... Швеция же вроде первая унюхала это все. Да, у них, Если у бы них Швеция- сработали дозиметры на их этих атомных Остановитесь, электростанциях. к этому попозже мы еще вернемся. А вот оказывается, в 1963 году заключили договор, что нельзя испытывать ядерное оружие в воздухе, в космосе, на Земле и в воде. А под землей можно было. И начали вот эти две стороны фигачить. Но Америка сделала 34 так называемых мирных подземных взрыва, но они делали их только на боевых полигонов. А Советский Союз после 1963 года только за пределами боевых полигонов сделал 169 взрывов. И вот я посмотрел, даже в окружающих наш Мордовию, в Башкортостане 7 взрывов было ядерных, в Коме 3 взрыва, в Пермской области 10 ядерных взрывов. Это уж не считая сотни, которые на Новой Земле Семипалатинске. Вот эти бесконечные взрывы, которым и тренировались уничтожить американский народ, это тоже повлияло на... Ну, слушайте, эти боевые взрывы, они были на те времена, как они говорили, для мирных целей или что-то в этом роде. Хотели прокладывать каналы, Да. делать подземные газохранилища для газа сжиженного с помощью... Ну, собственно, в принципе, идея, это как бы она, в принципе, реализуемая, но только там этот газ радиоактивный потом станет. Вот. Но я думаю, это прям вот про Россию матушку, про наше отношение ко всему сущему. То есть фигач, воруй, таскай, неси подальше. Не мешай. Да, неси все это дело к себе домой, либо куда-нибудь за границу вывози. Вот. Главное, чтобы это утащить, а что потом дальше будет, вообще никому не интересно. И раньше было то же самое, только про экологию. То есть, что там дальше будет после этих взрывов, вообще никого не интересовало. Да все то же самое, по сути, что мы до этого и говорили. Отношение просто даже не потребительское, а Фигительской. потребительское. У нас ядерный взрыв недавно был под Северодвинском, десятки раз превышение уровня радиации. 4 из 6 станций в России засекретили информацию, перестали предоставлять о том, какой уровень радиации. В районе Северодвинска тоже закрыли все станции, только там была какая-то на острове, окружающем этот взрыв крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Там зафиксировали, что даже через несколько часов все равно превышение в десятки раз. И вот этой ракетой 1 марта 2018 года перед федеральным посланием президент страны Владимир Владимирович Путин хвастался, что мы, вот, получается,
ракета у нее летела в мультфильме на западное побережье Америки, чтобы там умерло десятки миллионов американцев, оказывается, умерло 5 граждан России, в том числе вот, уроженец Темниковского района Сергей Евгеньевич Пичугин. Как вот решать, вот, и как вы вообще воспринимаете это? А недавно же Радио Свободы или кто-то еще, они как раз показали про эту ракету. А ее тогда, когда Путин хвастался вот этим супероружием, он говорил, что это новое инновационное какое-то чудо вообще, у нас такое оружие. Вот этому оружию уже там лет 40. И Америка, и Советский Союз, и там Китай, кто-то еще уже вел такие разработки, все сказали, что это какое-то дерьмо, а не ракета, потому что она когда летит, от нее такие осадки от нее выпадают, что ей взрываться уже не обязательно. Да, она просто как летающая грязная бомба. Да, она может летать очень-очень большое время, но по факту... Ну, это по сути такой же обычный реактивный двигатель, просто в камере сгорания горит не химическое топливо, а ядерное. Просто на выхлопе там не сгоревший керосин, а радиоактивный осадок. Да, и если просто... Осадки радиоактивные? Ну, конечно, ну выхлоп у ракеты как бы, это вот, собственно, продукты деления. И вот уже было где-то 13 испытаний, вот и СМИ сообщают, что 12 из 13 было неудачных, значит, уже какой-то был результат в форме осадков, в форме падающих, Да, куда попало... Да, кто же, они вот прямо сейчас так и сказали, что там было. Может, там вообще... Нет, понимаете, это как в Советском Союзе. Партия сказала сделать. Вот вам болты, вот вам гайки, вот вам гора урана, вот делайте, как бы. А что там, как, Слушай, нас не интересует. При этом весь Советский Союз при всей своей контуженности на милитаризме, на своем вот пофигительном отношении к людям, Отказался от испытаний он этой ракеты. отказался от того, чтобы дальше вот это все развивать, как и другие страны. Потому что, ну, это летающий звездец просто какой-то. Я ей говорю, она может летать, она просто вот может Америку покружить, как бы, и не обязательно там И что-то взрываться взрываться. не надо. Да, она просто может покружить и все. Вот. А этот вот один дурачок там в Кремле, он ее показал на своем обращении. И все аплодировали. Все А когда умерло всем 5 человек, нравится. где вот эти вот сотни людей, Которые почему вы не аплодировали? аплодировали? Вот погибли наши граждане, потому что мы это поддержали. Такой вопрос. Смотрите, вот вы хорошо замолчали. Сейчас буквально по полминутки, пожалуйста, ответьте, потому что мигает батарейка. Мы берем в последней новости пример из других стран для нашей республики. И вот как раз вы упоминали это, что по раскрытию и обнародованию общественно значимой информации Мордовии надо брать пример со Скандинавии. Потому что и недавно и по затонувшей атомной подводной лодке «Комсомолец» норвежская экспедиция летом обнаружила, что превышение уровня радиации в 100 тысяч раз. И Чернобыль мы узнали только из шведских государственных органов власти, вот в том числе электростанций атомных и СМИ. Вот стоит ли нам брать, не бояться, не относиться к нашему народу как к ребенку неразумному, от которого надо все скрывать? Полминутки. Конечно, нужно всем рассказывать, все взрослые люди, ну что значит скрывать, что скрывать? Не пойму. Если ты, извиняюсь за выражение, обосрался, будь, мужиком, признайся. А у нас мужиком только считает тот, кто в другого человека пулю выпустить может. А кто, что признался, это как бы за слабость принимает. Вот поэтому... Кто у нас по Конституции единственный источник власти? Народ. А кто у нас гарант? Но тем не менее, вот стоит ли... У нас гарант обосрался своими гарантиями. Детский вопрос задам. Стоит нам брать в Мордовии пример? Ну, это, по-моему, риторический вопрос. Естественно. Это... Они наши подчиненные, если верить Конституции. А они считают себя хозяевами. Если ты допустил какую-то ошибку, нужно сообщить своему руководству о том, что ты это сделал. И сказать, как ты ее будешь исправлять. А они что делают? Они нет. Они у них отношение такое, что холопам знать не обязательно. Вот мы здесь потравили их, ты черт с ними, бабы новых нарожают. Хотели договорить? Нет, я согласен. На риторические вопросы отвечали Александр Иванович Лютов, Евгений Геннадьевич Пашуткин. Спасибо вам большое.